Трудовая миграция в Абхазию растет. Об этом свидетельствуют официальные данные. Если в 2023 году легализовано чуть более 7 тысяч трудовых мигрантов, то за полгода 2024 года уже 5126 человек. В основном гастарбайтеры заняты в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, на селе. Работодатели в голос говорят, мигранты дисциплинированы и занимают ту нишу в экономике, которую местное население не рассматривает из-за тяжести работы или непрестижности, например, в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Если вдруг трудовые мигранты исчезнут, то подметать улицы будет просто некому. Так повелось, что местные жители не испытывают там какого-то особого энтузиазма для того, чтобы идти на такую работу. Работа, отчасти не престижная, тяжелый труд. Вот это связано с определенными графиками, потом это ежедневный труд. А еще, если, допустим, учитывать нашу ментальность, то люди в основном задействованы те, которые не связаны с нашими традициями, то есть которые приехали сюда исключительно для того, чтобы заработать денег. Конечно, хотелось бы, чтобы был приоритет в большей части наших жителей, все-таки это наш город, и хотелось бы, чтобы трудоустройство было за нашими в большей степени, но, к сожалению, как практика показывает, на такого рода работы наши жители идут неохотно. Есть, конечно, квалифицированный труд, связанный именно с определенной деятельностью, это обслуживание определенной техники, это знания, это то есть люди с образованием, которые в свое время даже есть, допустим, в системе водоканала, было такое старое поколение, буквально по пальцам на пересчет, то есть были очень ценимы, потому что, это уже сейчас, пускай 100 лет живут, все, понятно, что если, допустим, мы без них останемся, то в некоторых структурах коммунального хозяйства будет очень тяжело. Люди, которые на сегодняшний день должны там работать, они прежде всего должны обладать определенными знаниями. Это что касается именно работы в водоканале. Потому что просто залезть в колодец или, допустим, починить какую-то трубу, это не труд чернорабочего, это труд именно человека, который должен знать, что он делает. Учитывая, что такая квалификация позволяет нам содержать местное население, то практически 99% всех работников в водоканале – это местное население. Это очень радует, и стараемся за них держаться и поощрять. Хотелось бы еще, чтобы наши учебные заведения, связанные с профессионально-техническим образованием, давали больше упор на такие специальности. Средняя зарплата в нашей системе уборщика – это от 25 до 30 тысяч. В среднем в месяц получает он. Это он работает каждый день? Ежедневная работа, там, естественно, с обеденным перерывом. Работают они с 6 утра до 7 вечера. Дальше там подключаются уже другие люди. Это так называемые уборщики по графику, которые после того, как основная часть, контейнеров освобождена, они выходят и занимаются подбором случайного мусора, который происходит в городе, дежурят, грубо говоря, чтобы не было каких-то навалов. Конечно, большая проблема у нас еще связанная со строительным мусором. Люди бессовестно выбрасывают рядом с контейнерами. Мы сейчас пошли по пути установки видеокамер. Уже большая часть практически из того списка, который мы передали интернет-оператору, она уже практически установлена. Осталось десяток адресов, наверное, они прорабатывают техническую возможность их установки. И дальше уже будем идти по пути видеофиксации, штрафов. Как-то наказывать надо, потому что такое беспредельное выбрасывание мусора на территории города, это на самом деле недопустимо. Это, во-первых, никто не жалеет тот труд людей, которые занимаются после этого всего уборкой. Это даже человек себе представить не может, что стоит освободить, вывести, точнее, с такой точки гору строительного мусора. Это привлечение минимум 2 единиц техники и людей, это и зарплата, и горючее, и все прочее. То есть кажется всем все это просто, подумаешь, приехал, пускай убирают. Нет, это связано уже с перерасходованием бюджетных средств, поскольку это все незапланированные вещи. Попадаются среди трудовых мигрантов и люди с квалификацией, но таковых единицы, говорит Руслан Авицбам. Возвращаясь к водоканалу, один человек из Узбекистана работает, но опять-таки это
Человек, который приехал сюда исключительно за заработком, он в ходе беседы выяснилось, что он, оказывается, у себя на родине был главным инженером одного крупного предприятия. То есть человек достаточно грамотный, и вот он сейчас именно задействован по своей специальности, работает на специализированной технике. Для легального пребывания в республике трудовым мигрантам необходимо встать на миграционный учет, получить рабочую визу и пройти медобследование. Есть еще патенты на работу, но они выдаются гражданам тех стран, с которыми у Абхазии безвизовый режим. По словам начальника миграционной службы Рамина Габлая, в виде пошлины в госбюджет за первое полугодие 2024 года было перечислено почти 94 миллиона рублей. В прошлом году за этот же период собрали около 45 миллионов рублей. Заявление от иностранных граждан для получения виз было 5773. Выдача ходатайств на приглашение на въезд в республику 8. Уплачено госпошлины за выдачу приглашений 8212. Но у нас основная, прибыль идет. Это госпошлина за выдачу рабочих виз. Это составило около 39 миллионов 817 тысяч. Около 40 миллионов. По остальным категориям я могу просто общую сумму вам озвучить. В сравнении с прошлым годом у нас за полгода 2024 года поступило в бюджет 44 миллиона 564 тысячи. В этом году эта сумма составила почти 94 миллиона. Более чем в 2 раза, повысилось поступление в бюджет за счет деятельности Государственной миграционной службы. Это связано с увеличением госпошлины или увеличением количества трудовых мигрантов? Это связано, во-первых, и с повышением. Нас поддержало и правительство, и руководство страны, когда мы вышли с предложением увеличить госпошлину на учет по месту временной регистрации и повышение пошлин на визы, на разрешение на трудовую деятельность. Это не коснулось патентов. Это не коснулось тех граждан, которые являются представителями тех стран, которые признали Республику Абхазия. Спасибо большое и парламенту, депутатам нашим, которые поддержали эти наши идеи и мы приняли за основу эти решения. Естественно, это дало увеличение, но оно не могло в такой сумме увеличить поступление в бюджет, если бы нами не контролировался бы въезд и выезд иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в нашу республику с целью трудовой деятельности. Это нам позволило на границе контролировать этот вопрос. Я потом, наверное, в дальнейшем скажу, сколько у нас там было граждан выявлено. Также проводимые мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов на территории республики. Все это позволило, наверное, по большому счету на 90% трудовых мигрантов фиксировать уже в нашем ведомстве. Срок заключения трудовых договоров с мигрантами ограничен 2 годами. По прибытии в страну их регистрируют на год, с последующим продлением еще на год. Есть кто возвращается спустя время. Миграционный учет ведется, начиная с абхазо-российской границы. У нас хорошее взаимодействие с погрануправлением. Проверяя документы, они же там в документах видят, это гражданин Российской Федерации или другого какого-то государства. Они сразу же информируют наших сотрудников, которые находятся также на государственной границе Российской Федерации с Республикой Абхазия. Так что этот вопрос бесконтрольно не может и выборочно не может проходить, так как документы проверяются у всех граждан. Документы, которые выдаются нами, они заносятся в базу. С февраля
этого года, значит, с 12 февраля Государственная миграционная служба присутствует на границе. И где проходит фиксацию, вся эта база у нас объединена. По проходу границы мы всю информацию имеем в центральном аппарате, где мы сроки уже можем контролировать. Выдавая визу, они не могут выехать, если сроки просрочены, пока не будет составлен протокол, и в судебном порядке они будут подвергнуты административному наказанию. Конкурируют ли трудовые мигранты с местным населением? Могут ли они влиять на уровень безработицы и зарплаты? Как их присутствие может отразиться на экономической и демографической безопасности? Все эти вопросы требуют подробного изучения. Привлечение иностранной рабочей силы сегодня является предметом дискуссий, обсуждений не только в абхазском обществе, да, но и среди профессионального сообщества. И мнения разделились. Разделились потому, что одна часть специалистов поддерживает наличие трудовых мигрантов на территории Абхазии, видит в этом определенные преимущества. Другая часть отрицает пребывание трудовых мигрантов ввиду тех угроз, которые они за собой несут. И говоря о вообще миграционных процессах, тем более связанных с трудом на территории Абхазии, нельзя рассматривать точечно как, скажем, элемент, связанный с наличием или формированием или действием рынка труда. Этот момент нужно рассматривать в комплексе. В комплексе почему? Потому что это серьезный элемент демографической безопасности Абхазии и, как следствие, национальной безопасности нашей страны в совокупности. Миграционная служба дает определенные цифры по их легальной регистрации, да, но тем не менее однозначно есть нелегальные мигранты, которые создают нам теневой сегмент нашей экономики, да, и значительные средства от их деятельности находятся в тени, да, то есть это те доходы, которые мы не контролируем. Более того, вот этот теневой сегмент, он порождает еще и нарушение законодательства, причем гражданского, трудового законодательства, налогового законодательства и прочих, да, поэтому это серьезное опасение, серьезная угроза для нас. Что будет дальше? Ведь этот поток миграционный, его ведь не остановить. Он постоянно наращивается, он будет увеличиваться, вот, даже по нашим каким-то прогнозным оценкам. Поэтому эти процессы обязательно нужно контролировать. Конечно же, нужно отметить момент религии. Здесь у них все понятно, все прозрачно и все твердо. У нас на нашей территории это сочетание, это такая комбинация нескольких религий. Насколько у нас здесь будет перевес, как, возможно, будет давлеющая составляющая, доминирующая составляющая, да, не дай бог. География иностранных граждан, прибывающих в Абхазию, разнообразна. В базе данных ГМС 84 страны. Гастарбайтеров традиционно большинство из Узбекистана. Таджикистан на втором месте по числу приехавших в республику на заработки. Вот, например, Куба. Куба 260 человек. Так, где такие более? Вот Франция 4 человека, Чехия 2 человека, США 8 человек, Тайвань, Таиланд, Боливия, Иордания, там, Испания 1 человек, Италия 6 человек. Понимаете? Из 84 стран. Это нам позволило, наше присутствие на границе, фиксировать всех иностранных граждан, которые проходят на территории Республики Абхазия. Граждане вот этих стран, которые мною были озвучены, это не обязательно все трудовые мигранты. Значит, это те лица, которые или студенты, или занимаются трудовой деятельностью на территории Российской Федерации в связи с тем, что сроки пребывания у них там заканчиваются, они обязаны покинуть Российскую Федерацию, прибывают на территорию Республики Абхазии, где регистрируются, уже получают визы в МИДе.
получая визы в МИДе, они за это время оформляют в посольстве приглашение, чтобы обратно выехать на территорию Российской Федерации. Но некоторые, бывает, застревают, не получается, то с приглашением, ну и финансы, наверное, они уже оформляются у нас и трудоустраиваются на какой-то определенный период, пока, опять же, не выйдут. 21-22 год туркменов, граждан Республики Туркменистан, было 3 человека. Вот только за полугодие у нас перешло 448 человек. Это Туркменистан. Ну, естественно, в лидерах у нас Республика Узбекистан. Так, 3081 человек за 5 месяцев пересек границу. 3081. Затем идет Таджикистан. 953 человека. Но мы сразу же можем посмотреть по этим республикам. Вот и Армения тоже 330 человек. Сейчас я вам могу уже пояснить по выезду. Туркменистан 216, половина уехала. Узбекистан 1212, Армения 330, выехало 240 человек. По мере развития государства местные граждане не хотят заниматься определенными непрестижными профессиями. Не пойдут они разгружать машину с цементом даже за достойное вознаграждение. Рабочая сила из-за рубежа дорожает. В зависимости от уровня сложности работы, меньше чем за 2500 рублей в день гастарбайтеры работать не пойдут. Когда задают вопрос, почему спрос на трудовых мигрантов иностранных, спрос у нас больше, чем на местных граждан. Потому что местные граждане, наверное, такой трудовой деятельностью, которой занимаются трудовые мигранты, ну, неинтересно, так скажем, заниматься. И спрос рождает предложение. Когда есть спрос у нас в государстве на трудовых мигрантов, их количество увеличивается. Когда их спроса нету здесь, естественно, это все экономический вопрос. Их здесь не будет. Если у них в республике благополучно живется, ну, понимаете, они сюда не приедут, значит, и там экономические какие-то проблемы, в связи с чем они выезжают за 3, 4, 5, 6 тысяч километров. Да. Ну, вот я еще раз хотел бы, вот по Туркменистану. За 2 года у нас было всего 4 человека. Ну, наверное, опять же, экономические вопросы приводят сюда этих граждан. Рынок труда регулирует эти вопросы. Что касается уборки, да, это вообще отдельная история, да, местные, да, не хотят. То есть ни одного человека местного в этой работе не задействовано? Но это настолько ничтожный процент, и то это в основном те косильщики, там пару человек, скажем так, водители мусоровозов, тонаров, которые занимаются вывозом мусора на полигон. В основном водители, это вот как бы, если, допустим, разделять категории работников, то в основном местное население это водители и операторы той спецтехники, которые используются там, в системе обращения с твердыми бытовыми отходами. Все остальные там низкоквалифицированный так называемый труд, это в основном, да, все мигранты, это те, которые занимаются подметанием улиц, уборкой, освобождением урн. Ну, одним словом, такой вот черный, тяжелый труд. Вот. Наши на него не идут. Представим, что вот они перестанут приезжать. Как вы будете выкручиваться? Все будет плачевно. То есть вот сейчас по поручению главы мы разрабатываем систему, как максимально можно было бы минимизировать использование ручного труда, прогнозируя эту ситуацию, что действительно это все может произойти в одночасье. Вот, стараемся больше как бы привлечь механизированной части, в доле, точнее, труда по уборке города. То есть максимально стараемся будем стараться максимально механизировать эту часть. Вот, она, во-первых, и значительно сэкономит саму себестоимость уборки улиц, но и в то же время как бы немножко обеспечит нас и защитит, скажем так, от того, что люди могут, попросту говоря, уволиться, уйти, там, не знаю, заболеть или все что угодно. Потому что человеческий фактор, когда начинает включаться вот именно в такой труд,
то это сразу же сказывается и на результатах всей работы. И видно, что, допустим, если вот, в межсезонье, скажем, когда эти люди находятся здесь, как-то хватает их труда. Вот сейчас, когда с увеличением количества туристов, у нас получается, что и количество мусора увеличивается в разы. Соответственно, для того, чтобы это все вовремя убрать, необходимо привлекать еще больше людей. А это очень большая проблема. Вот. Плюс еще могу сказать, что частные предприниматели, они же тоже нанимают мигрантов. И там совершенно другие уровни цен. С развитием нашей экономики, с ростом потребностей нашего населения и с ростом благосостояния, к большому сожалению, наверное, мы приходим вот к такой тенденции, что вот эти неквалифицированные профессии, они должны быть замещены. Да? Это вот, скажем, одно из преимуществ, наверное, наличия трудовых мигрантов, что мы в силу нехватки наших трудовых ресурсов восполняем восполняем этот большой пробел. Ну, другим, можно сказать, с одной стороны преимуществом, с другой стороны, наверное, уже и нет. Считалось всегда так, что работы, которые выполняют трудовые мигранты, они достаточно дешевые, то есть дешевая рабочая сила. Но, как мы с вами знаем из жизни, да, это уже, наверное, далеко не так. Да, конечно, они работают официально, скажем, в тех же структурах жилищно-коммунального хозяйства, однако у них появляется большая возможность дополнительного заработка, да, и вот эти дополнительные заработки никто не контролирует, то есть там нет каких-то регуляторных условий. Называя свою цифру за свою работу, они эти деньги получают, да, поэтому, а это уже от 2500 рублей и выше, да, за один день работы. То есть если помножить это на, скажем, те же самые 20 рабочих дней, это получается сумма около 60 тысяч рублей. Да? То есть официальных таких заработных плат в нашей стране нет. Конечно же, определенная часть средств, которые они зарабатывают, поступают в бюджет Абхазии в виде налогов и других каких-то платежей, от регистрационного сбора за то, что они здесь работают. Но это не такие значительные средства, которые бы действительно сыграли бы какую-то серьезную роль или восполнили бы наш государственный бюджет. Да? Больше, конечно, наверное, отрицательных, опять же, в том смысле, что в свою очередь даже эти отрицательные моменты для трудовых мигрантов создают хорошую среду. В чем, эти отрицательные моменты, в чем эти угрозы, можно так сказать? Да? Во-первых, трудовые мигранты размещены на территории Абхазии неравномерно. В основном они сосредоточены в центре, в столице, да, и в районах Западной Абхазии. В Восточной Абхазии их практически нет. То есть вот эта децентрализация, она тоже играет определенную роль. То есть их пребывание происходит на той территории, где есть хорошие возможности заработка. За притоком трудовых мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья и режимом их пребывания ГМС следит совместно с СГБ и МВД. В июне этого года во время рейдов были выявлены 23 нелегальных мигранта. По ним составлены протоколы и направлены в суд. 6 ВИЧ-инфицированных иностранных граждан покинули Абхазию. Практически у нас в неделю, 2 недели раз мы проводим мероприятия, особенно в летний курортный сезон, в связи с тем, что много заведений общепита открываются, и в основном там работают иностранные граждане. И у нас проводятся проверки практически еженедельно. Нелегалов выдворяют? Это все по решению суда. Вот на данный момент было принято, насколько я знаю, из 23 по 5 было вынесено решение о выдворении, которое мы совместно осуществляем. Также мы осуществляем выдворение. Вот за полгода мы добровольно выдворили 6 иностранных граждан, у которых был выявлена ВИЧ-инфекция. Вы проверяете их документы? Безусловно, конечно. Как происходит, когда вы их нанимаете? Какая вам нужна информация? Прежде всего, мы их направляем в миграционную службу, как того требует закон. То есть мы
без документов, которые выдают соответствующие органы, мы ни одного человека не имеем права брать на работу. То есть после получения всех разрешительных документов, только после этого заключается трудовой договор, и они приступают к работе. Трудовые мигранты, работающие в Абхазии легально, в оперативные сводки МВД попадают редко, говорит Рамин Габлая. Среди иностранцев-преступников присутствует определенная доля наркоторговцев, но это те, кто приезжает в республику на короткий срок и в базе ГМС не значатся. Мы иногда ознакомливаемся со сводками Министерства внутренних дел, когда в преступлениях участвуют иностранные граждане. Вот, ни один из них документирован на территории Республики Абхазии не был. Они практически все прибыли с территории Российской Федерации, ну в основном это вот наркодилеры, которые были задержаны. Ни один из них здесь не пребывал более 5 суток и не был документирован в Государственной миграционной службе. Но для контроля мы практически все регистрационные данные посылаем в службу госбезопасности. Многие трудовые мигранты привозят с собой не только семью, но и довольно широкий круг родственников и друзей. Пока мужья трудятся на стройках или метут улицы городов, жены без дела не сидят. И за приемлемую плату предлагают убрать весь дом или офис. Детей младшего возраста определяют в частные сады. Кто постарше, идут учиться в школы. По информации Управления образования администрации Сухума, в столичных школах учатся 37 детей из 7 трудовых мигрантов. При этом надолго они не задерживаются. Кто-то из-за языкового барьера, а кто-то из-за ограниченных сроков пребывания на территории республики их родителей. Какое количество из них приезжает с семьями и куда они определяют своих детей, чем занимаются их жены? Ну, определяют наши школы, наши детские сады. На какой период приезжают? На тот период, на который находятся их мужья, которые здесь занимаются трудовой деятельностью. Пребывание жен не может быть длительный период, потому что виза в МИДе не позволяет такой период им. И они могут, только получив у нас трудовую визу, которая намного дороже, чтобы вы знали, намного дороже. И с этой визой могут, как трудовые мигранты, до 2 лет. По мнению Илоны Мирцхолава, трудовые мигранты создают нагрузку на социальную систему государства – жилищно-коммунальную, образовательную, медицинскую. Трудовые мигранты дают нам и создают нам серьезную социальную нагрузку. Нагрузку на жилье, нагрузку на жилищно-коммунальные платежи, сферу вот эту, да, нагрузку на потребление электроэнергии, на использование воды, канализации и так далее. Платят они за потребленную электроэнергию или нет, мы с вами не знаем. Кроме того, дети трудовых мигрантов обучаются в школах Абхазии. Обучение в школе бесплатное в Абхазии. То есть получается, что мы за свои собственные средства, средства нашего государственного бюджета обучаем иностранных граждан. Сегодня есть школы, где треть класса практически, да, это дети трудовых мигрантов, начиная с нулевых классов и заканчивая, возможно, их выпускников. Например, 7-я школа в районе конец проспекта Мира, депо, да, вот там, 7-я школа, там очень большое количество мигрантов. Даже 14-я наша школа на турбазе, вот в первых классах есть достаточно большое количество детей трудовых мигрантов. Дальше. Дети трудовых мигрантов, будучи выпускниками школ, кто они, эти люди? Они не трудовые мигранты уже, они их дети, они граждане своей страны, но они обычные жители страны, то есть они в дальнейшем они могут стать просто резидентами, то есть заниматься экономической деятельностью, вести что-то и так далее, открывать, возможно, совместные предприятия и прочее. То есть от этих процессов мы тоже совершенно не обезопасены. Дальше. Система здравоохранения. Мы ведь оказываем услуги и в поликлиниках, и в больницах, и так далее. Да?
Поэтому здесь вот этот момент, как мне кажется, нужно очень серьезно изучить. Вот именно момент социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов с точки зрения того, насколько мы готовы социально оказывать им помощь. Сколько денег вывозят из республики трудовые мигранты? По данным Нацбанка Абхазии, за 2023 год в страны Центральной Азии было отправлено примерно 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Если сравнивать с общим трансграничным оборотом денежных средств, сумма не критичная, говорят в Нацбанке. За минувший 2023 год трансграничный оборот денежных средств составил 140 миллиардов рублей. В том числе отток составил 72 миллиарда рублей. Это тот отток денежных средств, который прошел через банковскую систему. То, что прошло по корсчетам, значит, вот то, что мы, значит, знаем, видим и так далее. При этом объем переводов денежных средств в страны Средней Азии, это, ну, как бы традиционно, как бы страны трудовой миграции в Абхазию, да. Значит, объем переводов составил в Таджикистан 458 миллионов рублей, в Узбекистан 1 миллиард 683 миллиона рублей, Армения 141, Киргизия 19, Молдова 30. То есть, если взять как бы в совокупности, это примерно 2 миллиарда 200 миллионов рублей. И в абсолютном значении это не маленькие цифры. Но если смотреть в общем объеме оттока денежных средств из Абхазии в 72 миллиардов, ну, можно посчитать 2 миллиарда от 72, какую занимают долю. Ну, не очень значительно. Смотря с чем сопоставлять. Если сопоставить эту цифру относительно доли ВВП, то, может быть, это невысокая цифра. Если ее сопоставить с доходами нашего собственного бюджета, то это значительная сумма. А если говорить вообще с точки зрения обывателя, да, абхазского обывателя простого, это очень большие деньги, потому что это деньги, которые должны работать на экономику Абхазии. Как бы мы с вами не говорили о каких-то цифрах, это в любом случае финансовые потери. Это финансовая составляющая, которая могла работать на нашу с вами экономику. Да? За счет этих средств, возможно, мы бы решили какие-то проблемы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. За счет этих средств, возможно, была бы какая-то точечная программа единовременной выплаты пособий там, многодетным семьям, там, матерям-одиночкам. Ну, инструментов может быть очень много, да, хотя это все принимается на законодательном уровне, но тем не менее 2 миллиарда рублей – это не маленькие деньги для того, чтобы мы считали их финансовыми потерями. Ведь кроме того, средства уходят же не только в страны Азии. Наши трудовые мигранты есть и из России, те, которые работают здесь дистанционно, есть Молдова, есть Киргизия, есть Армения, да. То есть страны, куда деньги уходят тоже. Поэтому каждый рубль, заработанный на территории нашей страны, он должен для нас быть принципиально ценен и должен работать на экономику нашей страны. Пока количество трудовых мигрантов в Абхазии не угрожает миграционной безопасности, но есть красная линия, за которую переступать нельзя, говорят эксперты. Мы должны создать не только правовые, но и организационные, экономические, финансовые механизмы, в которых очень четко должны быть прописаны барьеры. То есть, во-первых, с точки зрения количественного пребывания этих людей на территории Абхазии, в том числе, какими видами работ могут заниматься эти люди у нас. То есть сегодня мы видим уже есть таксисты, трудовые мигранты, есть, да, люди, которые занимаются там другим видом, но где эта грань, где эта ступень? Завтра они будут обслуживать нас в ресторанах, правильно это или нет? Надо этим вопросом заниматься, надо изучать общественное мнение и, конечно же, потом уже делать какие-то рекомендации и выводы. Поэтому, опять же, возвращаясь к тому, что, наверное, больше минусов, чем плюсов, хотя сегодня процесс миграции, его не остановить, это мировая тенденция.
и невозможно восполнить, скажем, какую-то нишу нехватки трудовых ресурсов другим каким-то способом, альтернативным, нежели привлечением трудовых мигрантов. Поэтому, но эти процессы обязательно должны регулироваться. У нас нет до сих пор правовых документов, которые бы регулировали не только процессы трудовой миграции, вообще процессы развития демографии. Поэтому в первую очередь нам нужна концепция демографического развития нашей страны, как на среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу. Нам обязательно нужна программа содействия занятости населения, в которой мы бы понимали, сколько нам нужно мигрантов, сколько нужно нам труда, какой нам нужен труд, в каких сферах деятельности он востребован. И только тогда уже подходить вот к этому вопросу численно, да, то есть количественно. Все это возможно при наличии и использовании программно-целевого метода управления экономикой. То есть до тех пор, пока у нас нет программ, до тех пор, пока у нас нет концепции, то есть концептуального видения решения этой проблемы, мы будем сталкиваться с ней каждый день. И однозначного какого-то решения вряд ли мы сможем найти. Опять же, в этом направлении нужно работать. Трудовые мигранты стали частью нашей повседневной действительности. И труд мигрантов для некоторых категорий людей превратился в слишком выгодный бизнес. И нивелировать эти риски вот с точки зрения бизнеса их практически невозможно. Здесь нужна четкая государственная программа действий, регулирование с точки зрения понимания, насколько для нас это нужно и насколько это эффективно для нашей экономики. Когда это будет угрожать миграционной безопасности, за которую отвечает Государственная миграционная служба, мы, возможно, будем ставить вопросы о квоте, чтобы какая-то предельная цифра была, свыше которой мы не будем выдавать документы и допускать на рынок труда наш. Ну, пока такого вопроса не стоит. Когда будет рынок пресыщен, мы будем анализировать, выйдем с предложением на Кабинет министров, чтобы нам лимитировали этот вопрос. Потому что все-таки для нас на первом месте, для этого и создавалась эта служба, это миграционная безопасность нашего государства. А на ваш взгляд, какая должна быть квота? Ну, на сегодняшний день я могу сказать, что 15 тысяч достаточно для нашего трудового рынка. Пока. Ну, я так пока думаю, да. Потому что предельно у нас вот вроде бы насыщен рынок, мы видим и на биржах труда стоят, работу ищут. Ну вот у нас от 10 до 12 тысяч колеблется количество трудовых мигрантов. Трудовые мигранты есть в любой стране, где существует необходимость в дешевой рабочей силе. Абхазия также нуждается в них. Но уже сейчас нужно изучать рынок труда, эффективно выявлять тех, кто не работает в белую, понять, какой прирост численности мигрантов не навредит социально-экономическому развитию государства. Словом, минимизировать риски, чтобы в будущем избежать недовольства у местного населения.